Добрый день всем. Я хотел бы сказать слова сочувствия и соболезнования войнахскому народу, чеченцам и ингушам, а также всем неравнодушным людям в связи с тяжелым горем, уходом из жизни Юсупа Темирханова. Юсуп Темирханов, осужденный российским судом за убийство полковника Буданова, подонка и нелюдя, поднявшего руку на чеченскую девушку, умер вчера, 3 августа 2018 года, в российской колонии, как говорят средства массовой информации, официальные, от острой сердечной недостаточности. Сегодня, 4 августа 2018 года, он был похоронен. Смерти от острой сердечной недостаточности и подобным им причинам, к сожалению, в последнее время, и не только в последнее время, стали нередки, да что там говорить, стали нормой в отношении, в особенности, выходцев с Кавказа, находящихся в местах лишения свободы на территории Российской Федерации. И, как бы это помягче сказать, в большинстве случаев эти причины как минимум вызывают очень серьезные сомнения в их искренности, истинности и правдивости. Но я сейчас не буду об этом говорить и заострять на этом внимание, тема моего обращения другая. Все мы созданы Всевышним, и к Нему наше возвращение. Да помилует Всевышний его душу, да благословит его, да простит его грехи, да откроет перед ним врата рая. Он был настоящим мужчиной и умер как настоящий мужчина. Он был настоящим рыцарем, настоящим чеченским конахом, который всем показал своим поступком, что никому и никогда не позволено безнаказанно издеваться и надругаться над женщиной и над его народом. Он защитил честь женщины, защитил честь сестры. Он был настоящим мужчиной, настоящим рыцарем. Это тяжелое горе. Сегодня мне хотелось бы сказать слова утешения и слова сочувствия войнахам. Знайте, что вы непобедимы. До тех пор, пока среди вас есть такие люди, как Юсуп Темирханов, никому и никогда не удастся сломить вас, сломить вашу волю и ваш дух. Еще я хотел бы сказать, что пусть нас утешит то, что Юсуп никогда не умрет в памяти народной. Его имя всегда будет жить в памяти людей и будет внесено золотыми буквами в историю войнахского народа. Его именем будут называть сыновей. И я верю, да что там верю, я убежден, что придет тот день, когда его именем будут называть города, села или улицы, площади в Чечне, в Ингушетии, на Кавказе. Этот день обязательно придет. И его имя будет жить в веках. Точно так же, как и имена других героев войнахского народа, чьи имена тоже внесены золотыми буквами в его историю, таких как Шейх Мансур, Байсангур Беноевский, Зелимхан Харачоевский и другие. Вы знаете, я сегодня вспомнил из истории, что в 1794 году, тоже в заточении, в Шлиссельбургской крепости недалеко от Санкт-Петербурга, тоже от болезней, от истощения, тоже от тоски по родине, умер шейх Мансур. И тогда Чечня тоже погрузилась в траур. И буквально в тот же самый день, или почти в тот же самый день, как луч света и надежды от Всевышнего, и по воле его родился Байсангур Беноевский. Родился маленький малыш, который потом вырос и которому суждено было стать замечательным героем войнахского народа, героем Кавказской войны, освободительной войны и освободительного движения в XIX веке, защитником своего народа, защитником угнетенных и угнетаемых людей. Он был замечательным человеком. И имя Юсупа будет внесено в историю чеченского народа наряду с этими именами. И вы знаете, я подумал, что, может быть, уже сегодня родился кто-то или родится какой-то мальчик, которому тоже будет суждено стать таким же героем. А может быть, он уже родился некоторое время назад. А может быть, он родится скоро.
но он обязательно родился или родится. В этом у меня нет никакого сомнения, и на то будет воля Всевышнего. Еще я хочу сказать вам, что пусть надежда никогда не покидает вас. Надежда и воля к победе. Улыбайтесь, всегда улыбайтесь, как это делал Юсуп. Несмотря ни на что и назло всему, Юсуп всегда улыбался. А также всем людям я хочу пожелать то, что он пожелал им, когда его спросили, что он хочет пожелать людям во время интервью, взятого у него, когда он был в заключении. Он сказал: люди, уверуйте в Господа. Пусть Всевышний хранит вас и благословит вас. Дала геч дойла цунна, дала декл бойла цунна, дала газут кобал дойла цунна, дала ялсманихаш дойла цунна.